Можно ли отдать воинский долг родине с отсрочкой? Появятся ли в Чувашии дополнительные поощрения и награды добровольцам? Такие вопросы задавали накануне студенты Чувашского госуниверситета главе республики. Ответы вместе с учащимися выслушала моя коллега Екатерина Храмкина. Открытый диалог с активной молодежью состоялся в бизнес-инкубаторе. Сначала студенты рассказали о своих достижениях и новых идеях, а затем в адрес Михаила Игнатьева посыпались вопросы. К примеру, Артем Григорьев – начинающий предприниматель. Он занимается продажей аксессуаров для мобильных телефонов. Дела идут неплохо, однако в этом году он заканчивает вуз и подлежит призыву в армию. Уверен, что за год службы его бизнес погибнет, а он не достигнет больших успехов на военном поприще. Так почему бы не ввести отсрочку для молодых предпринимателей, которые исправно платят налоги? Предприниматель, я считаю, намного полезнее в бизнесе, а не в армии. Потому что он платит налоги, платит взносы. Лично я, хотя считаю себя начинающим предпринимателем, я развиваюсь, уже плачу больше 200 тысяч в год в виде налогов и взносов за себя, за сотрудников. Вот, поэтому я полезнее здесь, чем с автоматом. Но если один не захочет служить, другой не захочет служить, все будете платить деньги, да это самые налоги, да, а кто нас будет защищать, допустим, бабушек, дедушек. Отсрочку тоже могут дать, но для этого должны быть критерии. Студентка медфака Ольга Брагина подняла вопрос введения социальной ипотеки, которая была бы направлена на поддержку молодых специалистов. Во многих регионах России такая система уже действует. Например, в Республике Татарстан есть такая социальная ипотека, когда ценовая стоимость за квадратный метр квартиры снижена в два раза снижена по сравнению с рыночной стоимостью. Такая же ипотека, например, есть и в Оренбургской области, в Ростовской области. С нами делились наши друзья своим опытом. Они сказали, что у них есть, например, льготные ипотеки для молодых врачей, учителей и молодых ученых. А нет ли возможности ввести вот такой вот момент поощрения для наших активистов нашей молодежной политики? Михаил Игнатьев отметил, что в Чувашии пытались вводить пониженную процентную ставку на ипотеку для молодых семей. Однако из-за нехватки бюджетных средств данную программу приостановили. Тем не менее, помимо этого, сейчас в республике действуют другие формы поддержки молодых специалистов. Земский учитель с 1 января миллион будет получать, земский врач получает, земский фельдшер 500 тысяч получает. То есть это тоже безвозмездно. Единственное, сейчас еще до конца решения не принято, долго спорили. Была программа прекрасное устойчивое развитие сельских территорий. Но сейчас президент принял решение, будет не ведомственная программа, а государственная программа по комплексному развитию сельских территорий. И там практически 70% любому специалисту безвозмездно деньги выделяют или на приобретение квартиры, или на строительство жилья. Земельный участок тоже не очень. Кроме того, отметил Михаил Игнатьев, хорошим подспорьем для покупки жилья может стать материнский капитал. Родив 3 детей, семья получает от государства 1 миллион рублей. Студентка первого курса факультета журналистики, победитель всероссийского конкурса «Послы Победы» этого года Анастасия Миловидова поинтересовалась, нельзя ли ввести региональные награды для добровольцев. В этом году впервые была присуждена награда АНЕ за материнство, за как почетный знак. Можно ли такую награду сделать для добровольцев, чтобы это был стимул для развития наших ребят, активистов? Надо делать добрые дела, но не ради того, чтобы там где-то какую-то награду получать, где-то что-то, чего-то. Ваши добрые дела, они дают вам авторитет, соответственно, ваше доброе имя вписывается золотыми строчками в любую страницу истории народа Чувашии или университета, или на производстве, где вы работаете. Важно вот это. Студентов также интересовали темы развития туризма, сокращения трудовой миграции, перспективы развития республики. Кроме того, поступило предложение провести в Чувашии год равных возможностей. Ректор вуза отметил, что все предложения, прозвучавшие на таких встречах, впоследствии будут рассматриваться и на других, более масштабных площадках. Екатерина Храмкина, Игорь Ульянов, Вести, Чебоксары.